Сейчас только мы оттуда вылезли и будем ждать. Через сколько? Без 7:11, да? Да, через сколько подъедем. Остановка, кстати, не указана, да? Остановка Ильминская. Ну, Вы напишите, чтобы в вечернее время автобусы регулярно ходили. Потому что в 7 часов уже еще какая-то гарантия есть, что можно уехать домой. В 8 часов уже нет, 10-5% остается. А после 9 вообще никакой. Вообще. А это именно какие маршруты или как? Да хоть какие. Вот почти еду все там маршруты. на Белом озере вот я еду. 14-й, они тоже двойки. Еду, знаете как? Вот так вот, на 180 градусов голову поворачиваются у них от людей, которые стоят на остановке. Мы работаем согласно графику. Такой график нам дали. С 8 часов идут дежурные автобусы, остальные съезжают с линии. Остаются дежурные машины, там сколько, 6 машин у нас. То есть, получается, вам это... То есть, там 3 автобуса работают, остальные уже... 6 машин, я говорю. 3 с одной конечки, 3 с другой конечки. То есть вы... Есть люди, желающие работать допоздна, но график есть график. Остаются дежурные и съезжают. Или курит автобус. Курит автобус, да? Типа, сиденье один раз подо мной упало. А в вечернее время как вы... В вечернее время я езжу. Да, долго жду. Курят, да, по рации разговаривают громко, да? Сиденье бывает сломанное. Сиденье сломанное, да? Ничего, что пустить. А вот у вас кондуктор есть, нет? Кондуктора нету. А почему? Кондуктора нету, зачем мне кондуктор? Ну это же неудобно. Вот я, допустим, сейчас когда народу мало, вот, это, ну, нормально, да? А когда народу много, это же неудобно. Всегда мало народу. У вас всегда мало народу, да? Вы можете высказаться для... Конечно, в воскресенье, посмотрите, как ходит. Ни один автобус. До 7 утра мы не можем выехать на работу. С 8 работаю. Так, а у вас 115, 141. 115, 141 вообще Да. не ездят, Они да? никогда в 7 часов, не в воскресенье особенно, не говоря уже о празднике. А вот данный маршрут 15 как вас устраивает? Устраивать так-то они устраивают, а толку-то в воскресенье все, это табу. В вечернее время вот, люди жаловались, что автобусы плохо ходят. Да, и плохо вечернее, и в воскресенье плохо ходят. Утром особенно. В 7 часов мы опаздываем, 8:30 на работу приезжаем. А с 8 работаем. Это ждать столько стоит. Это не только они одни, и 25-й, и 5-ка так. Вот, а у вас кондуктора нет, да? Я стал в больницу пошел сейчас. Куда пошел? В больницу пошел. В больницу пошел, да? А когда последний раз мыл машину, друг? А? Когда последний раз мыл машину по салону? Выходной. Вот почаще мой, на тебе дарю я тебе перчатки белые, всегда езди в белых перчатках. Крызовод едет, смотри, вот там убираешь, вот убрали, там подмели. Надо почаще мыть автобус, А мыть, по дороге дорогой друг. как его моешь? Вот, Нет, ну тут давно не мыл ты явно, давно не мыл. вот я вот с конечки подмел, все чисто, да? Вот до конечка подъезжаем, подметаем, все, убираем. Ну мы ездили у ваших коллег. Вот, Есть гораздо чище автобусы, гораздо чище. Уборка должна быть. Да. Не сухая, а влажная. Мыть надо иногда. Ладно, спасибо, Всё, друг, хорошо езди в перчатках, езди все время чистоту наводи. А у вас кондуктора почему нет? Она заболела сегодня. Заболела, что-то они все одновременно болеют. Сегодня предыдущий тоже кондуктор больной был. А как ваша фамилия? А? У нее есть очень интересный вопрос по поводу процентов за использование системы вот, перечисления денег, да, через вот эту карточку. Аппарат покажите, пожалуйста. Вот как называется эта система? Сама даже не знаю. Да, вот эта вот система, они получают билеты по карточкам, ну деньги по карточкам, да. Но процент получения денег самим уже автобусом, да, оказывается сколько, вы скажите? 13,50. 13,50. Хотя оплачивается 16, да? 15 рублей. 15 рублей, да? 1,5 рубля уходит в виде процентов, получается, вот этой
системе, которая получает эти деньги. 1,5 рубля это сколько процентов получается? 10%, да? Так ли? 10%. Мне кажется, 10% это очень большой процент. Очень большой процент. По идее, за перечисление денег максимум даже пластиковые карточки берут 1,5%. 1-1,5%, а тут 10%. Это да, в этом есть какая-то, видать, несправедливость для получения денег самими автобусами. А кто владеет этой, кто получает процентное отчисление? Какая организация? Ну вот та организация, которая им поставила вот эту вот систему явно. Как вас зовут? Федор Федорович. Федор Федорович? Да. Федор Федорович. Давно работаете? Нет, недавно, 4 месяца. Да? Полтора месяца. До этого не работали водителем автобуса? На автобусе нет, с Борисом. Ну что, чистоту наводите, да? Да. Ну вот, раз Сиденье вы чистые. чистоту любите, я вам вот хочу подарить белые перчатки. Спасибо. Чтобы вы всегда ездили в белых перчатках, были чистые, в чистом автобусе сами, да? Вы тоже вот форму какую-то хорошую заимеете, водительскую. Так что-то же составляет вроде. Что вы там Да? думаете, не знаю. Ну вот, Форму какую-то, если хотят. правильно. У всех должна быть форма красивая, чистота должна быть в салоне. А? Чему посвящено ваше мероприятие? Мероприятие? Мероприятие посвящено тому, чтобы проверить наши автобусы на предмет, есть ли нарушения в правилах перевозки пассажиров в городе Якутске. Правила перевозки. Правила перевозки. Вы кто такой? Я директор маршрута номер 15. Директор маршрута номер 15. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Меня зовут Александр. Я знаю. Знаете? Ага. Ну вот мы ходим и смотрим. Уже посмотрели 3 автобуса, вот ваш 4-й. Вот познакомились с вашим водителем. Хотим там никаких обвинительных уклонов, ничего нет. Мы Да, просто мы- хотим узнать жизнь наших водителей, как они работают, что им нравится, что им не нравится, что им мешает, может быть. Много чего не нравится. Донести информацию до окружной администрации. Вы же на нас пишете, что Пожелания плохие, пассажирам. нехорошие. Вот. Тариф нам ничего не идет. Вы в курсе, что Газ дорожает. газа нету? Газ вообще дорого. Чего нету? Газа нету. Уже с 1 апреля 1 апреля с газа газом нет. одни проблемы. В городе газ не продают. Конечно, не продают. Почему? Потому что им завод, мощностей не хватает, ему там, я не знаю, тонкости все. Ага. Сперва 1 апреля вообще. Сейчас сколько вы в очереди стоите? По 2 часа, по 3 Да, часа? да, очередь? если вечером тогда и 3, и 4 стоишь. если Газ вечером. по сравнению с началом года он стоил 13 рублей. На сегодня, на частный газозаправку, он стоит 18 рублей. 18 рублей. Да. А к 1 числу его вообще не будет его. А подорожал, получается, на сколько он? Ну, вы считаете, с 13 до 18. А, вот так, да? Угу. 5 рублей уже подорожал А нас только газ. хает и хает. Ну вот эту вот информацию надо, кстати, проверить. А мы по газу- Подорожание газа настолько резко, это должно обязательно нести какие-то уже А по газу- расходы по содержанию автомобиля. да? По газу тема вообще интересная, мы расследуем ее отдельно. Потому что по газу наценка идет от ЕТЭКа раз и от Сахатранснефтегаза 2. То есть ваше пожелание, чтобы было побольше газовых заправок, да? Да не газовых заправок, чтобы доступно. Газовых заправок хватает. Угу. Ценовая политика, чтобы была правильно. Ну как, скоро сравняется газ с бензином. Чтобы не было перебоев, да? Но вот от пассажиров мы тоже Так, пожелания слышали. Угу. Сейчас ехали, и мы спрашиваем пассажиров. Очень многие пассажиры недовольны тем, что они в вечернее время, даже в 7-8 часов, не говоря о 10-11, не могут уехать домой. И с детьми стоят, и пожилые. То есть нет автобусов. Не ходят они, и все. До 8, вот один водитель сказал, я в 5 утра и только до 7 вечера работаю, до 8 вечера самое большое. И никто не хочет вечером, говорит, У нас работать. есть дежурные графики. А как же пассажирам быть? Дежурные графики, у нас дежурные машины есть, дежурные автомобили есть. Это можно следить по диспетчерской, по данным диспетчерской. Есть, конечно, не ради. Ну их не хватает, получается, Нет, этих нет, машин? не хватает Почему? совсем. Вот мы тоже же сами Мы, ездим на исходя автобусах. из на этого- автобусах. А почему в каждом автобусе тогда вот нету вот таблички, хотя бы график дежурств автобусов в вечернее Да, время? как он ходит, в какое время, Да. чтобы эти пассажиры-то Ну, знали, во-первых, ведь, ну, Они знают, в какое время им выходить, по крайней мере. Чтобы не стоять сейчас среди это все зимы на морозе. утверждается, мы же подписываем постоянно. Там, Да-да-да. Вот как Ефремова там И подписывал, пожелание такое от пассажиров, чтобы был скользящий график. Если кто-то рано вышел с маршрута, то кто-то пусть приходит позже, в 2:11 начинает работать, и пусть он работает до 9, до 10 вечера.